что, попробуем. О, коробка замерзла конкретно. Да. Долбаные морозы надоели уже. Друзья, всем привет. Утро, ребят, ясно, мороз. Четкая погода, сегодня выходной. Конечно, были огромные планы на рыбалку, но поступило предложение съездить в лес за дровами. И, конечно, я не отказался, потому что дрова, ребят, у нас это жизнь, это тепло, ну и так далее. Большинство в моем районе печное отопление в плане дома. Ну, соответственно, имеем бани. В данный момент это моя баня. И чтобы топить, надо дрова. Лесники занимаются лесом, ну, на продажу, кто для себя, как бы, ну, соответственно, в первую очередь делают для себя, потом на продажу, потом, может, какой-то строительный материал. И Илюха, кореш мой, многие знают его, в данном сезоне уже как месяца два он в лесу, ну как, конечно, приезжает каждый день, ну, соответственно, он хочет строиться и заготавливать себе материал, чтобы строить дом, свой дом, деревянный, большой, уютный. И тем самым, ребят, дрова эти будут бесплатные. Ну как понять бесплатные дрова? Это баланс. Баланс, ребят, это кто может не знает, соответственно, многие может знают, но хорошие дрова это вот выглядят вот таким образом. Березка, колотые, вот уже сосед заготовил по участку. Вот они вот таким макаром у него сложены. Все, они будут сохнуть. Даже не в дровянике, а вот просто здесь на улице. Вот такую полежку он заготовил. Вот это хорошие дрова. Телега дров, так будем говорить, стоит, ну, пятак бабок. 5000 рублей. Что такое телега дров? Ну, это вообще ни о чем. Что такое, ребят, баланс? Это баланс, это верхушки, получается, и комля. Это самая нижняя часть дерева, ну, которые трудно пилить, колоть и так далее. А у меня баня, печка большая, и без разницы, что ложить. В принципе, предложили, я, конечно, не отказался. И вот сейчас сходил на участок, взял бензин, масла, ну, соответственно, своя пила. Буду готовить дрова себе сам. Мужики будут заниматься своими делами, а меня привезут, вывалят мне баланс, я его буду кромсать, грузить и привезу себе на баню. Не знаю, вот такой контент будет, ребят. Кому интересно, может будет. Так что смотрим. Сейчас жду Илюху. Илюха должен на подъезде. С утра мороз. За 20-ку пробовал заводить машину, не завелась. Не знаю, ну солнце, кстати, всех с весной, всех со наступившей весной. У нас на родине говорят, что перезимовали зиму. Ну, как перезимовали? Еще зимы будет 1,5 месяца. Так что весна это так, громко сказано. Ладно, иду к подъезду, жду машину и выдвигаемся. Вот так прикурили, ребят. На блок не ставь. Все, пошел. Ребят, загрузились. Приехали сейчас тут до людей. Илюха сейчас заберет пилы, там бензин туда-сюда. И, короче, ну все, выезжаем. Завели машину. Мороз, машина не заводится. Илюха тоже прикуривался. Приезжал батя, говорит, завел машину. Так что как-то так. Ну, сейчас утренники такие, март месяц, это понятно. Утром 30-ка, днем до -8. Ну и солнышко, солнце уже весеннее. Солнышко греет. Вот дома, ребят, печки топятся. Вот насчет чего я объясняю, то что дрова у нас незаменимая тема. Ну, конечно, люди занимаются все легально, справки, все это нормально. Так что сейчас будем грузиться и уезжать.
добрались до делянки. Делянка — это такое место, куда вывозят лес. Вот трактор. Все вот получается. Вот здесь заготавливается древесина, но это частная деляночка. Вот я буду пилить себе дрова здесь сегодня на баню, чтобы париться, мыться, отдыхать. Вот такое местечко. Сегодня погода шикарная. Ну, не будем проводить ее на льду, а будем заниматься делами, вещами. Для жизни они необходимы. Старенький трактор, баллончик. Илюха сейчас сразу растопит печку, чтобы можно было заходить греться. Ну, там и перекусим, там и все будет у нас. Вот. Трактор вытащил на делянку лес и будем заготавливать, пилить. Ну, Илюха будет заниматься своими делами, а я буду пилить баланс, который буду заготавливать дрова себе. Вот как-то так. Такой лесной балок. Здесь лесники обедают, кушают, греются, ну, сушатся вещи, вот получается, потому что постоянно в снегу, рукавицы меняешь постоянно. Ну, как-то вот так. Все, затопили смолячком. Все, балочек топится. Тут с Илюхой будем обедать сегодня. Старенький тракторенок работает без дверей, но работает. Ждем, чтобы немного потеплело, и начинаем работать. Более-менее прибегать, начинаем работать. Илюха будет заниматься дровами, это непосредственно всей его на семье и также на продаже. А что касается баланса, вот, ребят, это верхушки деревьев, которые не котируются как дрова, это называется баланс. А мне для бани это будет, ну, куда ни шло, самое оно. Тем более это бесплатно. Ну, надо будет поработать. Поработаем. И будут дрова. Так что, ребят, начинаем. Заливаю бензин, готовлю и начинаем пилить. Так, ну что, сравняемся. Че, где штилек мой? Илюха пилит мощной пилой. 500 какая-то. Но это мой штиль 180-й. Чисто по дому. Какие-то работы. Погнали там. Ровно еще.
так, ребятушки. Вот эту кучу сегодня распилю. Здесь сложу. А Илюха, вон, смотри, какие кабанов пилит. Но там пила в 5 раз мощнее. Тут мороз, но нормально вроде. Ладно, сейчас попилим. Ну вот так, ребят, буду херачить. Распилил пачечку, сложил. Потом все это в машину и домой. Конечно, можно было заплатить бабок. Тебе бы привезли спокойно. Но есть вариант такой. В принципе. Деньгами сильно не богатый, значит, есть варианты готовить, почему бы и нет. Ну, короче, как-то так, ребят. Макар понятен. Будем работать. Ну что, дела идут потихоньку. Вот Илюха такую осину, просто не знаю, 12-13 метровая, наверное. Хотел показать пилу. А где это у нас? Вот М530-361. Вот такой дурак. Понятно, да, дело, ребят, 100 с 80, но не сравнить, конечно. Он на раз-два просто берет. Соответственно, какая цепь, какие опилки. Смотрите, что у меня там творится. Ну, потихонечку, помаленечку работаем. 2 пачки по 4 баллона распилил. Поленушка такая собирается. Ну, нормально, работаем. Сейчас чайку попьем, перекурим и погнали далее. Так, чайку попили с конфеткой. Так, надо баллочек подпекать. Вот так немножко, чтобы тепло было. Так, не знаю, немного поточил пилу Илюха. Сейчас попробуем. Потому что что-то мне не нравится. Пилил горбыль на дом. Как от лобзика опилки, это не дело. Дровишки, дровишечки. Опа. 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 Раз. Два. Опа. Ба. Опа. Держал. Второй. Опа. Опа. Опа.
Пилю, ребят, не стандарт, так что печка в бане большая. Нормально залазят всякие разные. Что делает пятихаточка, щель. Она просто крошит. Смотрите, ребят, я вот распилил сейчас буквально вот столько. Илюха уже раскрызывал вот столько. Лютый лесник конкретный. Дровосек. Вот что значит пила мощная, ребят, видали? Но для леса, для работы, конечно, такая пила нужна. Она просто крызует. Зажили-были. Просто масла. Сейчас я тоже возьму ее, попробую. Нормальная тема. За 2 минуты, Сейчас для сравнения распилю кучу вот этой пилой и посмотрим разницу. Разница есть, конечно. Вообще. Что вот этой, что той. Там просто как по маслу идет. Я пилил по 4 штуки, здесь по 8, по 9. Красота просто. Так. Обеденный перерыв. Война войной, обед по расписанию. Вчерашний шашлык на сковородочку с лучком. Килюшка перчика нарезал. Перекусим. Ближе к трубе. А, там, да? Да, там жарко. Печку надо подкинуть. Ага. О, говядинка подстывает. Что, Люк, она готовая, только согреть надо было. Вот, да, совсем. Давай. Угу. Ну что, вот так прям, ребят.
Ну, песня. По-мужски. Огонь. Ну что, улучшим возможности, ребята. Сейчас буду заправлять 250-ю. Помощнее Илюха. Это, кстати, у Илюхи пила, он ее купил сейчас недавно. И 180-м, ну это реально нереально двигаться вот так. Так, надо мне... Так, сейчас ее заправим. Опа. И будем ей шаркать. Ну 180, да, ну по дому он хорош. Что-то подпилить, подделать там, подправить. Красавица. А вот в плане леса, ну это видно, что мощь решает возможность. Это время, во-первых. Ну и силы, конечно, потому что находиться здесь и заниматься этими вещами, видно, что времени мало, а работа-то не идет, получается. Так, в редуктах масло. Масло хоть оттаяло, утром заливал, но оно как слеза просто. Ну как слеза вообще, еле-еле. Так. С Илюхой перекусили, пообедали. И сейчас будем продолжать работу. Ух ты, чуть переборщил, походу. Так. Все, на низком старте. Продолжаем. Так, где-то должен был крюк второй. Ну, крюк такая тема, чтобы баллоны воротить. Ну, где-то на полу. Ага, вон здесь. Все. Погода вообще песня. С поутру там рябчик где-то пищал, слышно было. Подкидали и погнали. Попробую 250, 180, ну просто не работает.
вообще огонь. Уже охуенно пилит. Да, вообще огонь. 180. Я тебе и говорю. Да, хоть и 180, блядь. Не, ну для дома, сам согласись. 250 самое то. Ну так-то да. Что думаешь? Сколько она стоит, получается? 250? Да. 21 900. 21 900, да? 22 рубля. 22. Это, считай, 14. А это 14. И это Это 39. 39. Ну вот есть разница. Понятное дело. Ну да, красота вообще. Хуй есть. Ага, из-за этого, да? 360, да. За этого Денис баланс подправил. Стандарт дерева доски 4 метра. 3,60 уже не стандарт получается. А такое хорошенькое бревнышко, ровненькое. Вот на столбы оставляешь, ты будешь. На столбы оставим, да, Илюх? Конечно. Давай тогда выкинем туда его. Надо сюда оттащить, Ну давай. чтобы сразу тебе запустить. Да, на столбы вообще огонь. Опа. Да, хорошенько. Что-нибудь построим. Опа. Вот так. Ну, уже кучка в половине. Нормально. Вот и зайчишка, ребят, прошел. Хороший косолапенький был. Он по деляночке пробежал. Наверх пошел. Вот делянка со стороны смотрится. Работаем. Как-то вот так. Ну, зверь есть, бегает. Ну, конечно, клок тайги вырубается. Но это жизнь такая, ребят. Никуда не поделаешь. Никуда не поделаешь, ничего не сделаешь. Как, ребят, говорится, мужик должен сделать что? Построить дом, вырастить сына, посадить дерево. Соответственно, в данный момент происходит изначально то же самое, но дом будет строиться с нуля, ребят. Ну, кто-то купил материал и там нанял мастера, да, и ему начали строить дом. А у нас по-свойски заходим в тайгу, берем лес. Ну, соответственно, все это официально. Республика Коми богата лесом. Но хотя за дрова платим немалые деньги. И в данный момент вот этот лес готовится на будущий дом, где будут жить дети, вся семья. Ну и вот этот человек. Вот этот лес будет в будущем дом. Я думаю, ни один бокал вина подымем за круглым столом, когда будет этот лес согревать семью, кров и быт человека. Ну а пока дрова, все же дрова. Тяжелый труд, ребят. Вот в плане, скажу, дров 5000 телега, но соответственно надо зайти по яйца в снегу, будем так разбивать грубо, да? Завалить, сучкануть, трактором вытащить на делянку, распилить, загрузить, ребят, в телегу загрузить вот такой баллон, но это дешево стоит. В половину вот такое бревно, такой чурбан колется пополам, не из-за того, чтобы как-то было, а то, что было легче его закинуть в телегу. И вот эти дрова пойдут людям на топку. Соответственно, Илюха здесь попадается чага на чаек к нам на походы, на домой, чаечек попить, чаги. Ну вот так, ребят, денек проводим. А так погода распогодилась, классно. Рябчик по утру пищал один, но сейчас замолчал. Здорово вообще. Илюха работает. Ладно, что, хорош базарить, надо трудиться.
закончили, убили. Ну все, газон есть. Илюха знает в этом толк. Вот это газон. То, что пойдет на дрова. А, кстати, приготовил баллоны. Вот такие более ровные, хорошие. Пойдет на строительство. Буду строить мансарду, они пригодятся. Сейчас Илюха что-то хочет показать. Сходим, посмотрим. Вот так здорово. Ну все, в принципе, поработали. Ушатали этот лес. Вот такая куча, ребят, со стороны. Целый газон дров. Баланс. Будем париться. Жарить рыбу в мангале. Коптить. Ну и, короче, нормально. О, какой баобаб, ребят. Смотрите. Осина. Ну-ка пройдемся сейчас по ней. Оп, оп, опа, оп, оп, оп. Тац, тац. Оба, не падай, Андрюха. Ты чё, брат? Вот это все, ребят, пойдет на топку населения местным жителям. На дрова, на дома, на баню. Все. Вот такая работа лесника. Каждый день. Каждый божий день. Ну, соответственно, сколько справки, сколько есть разрешения, сколько квадратов, сколько какая кубатура. Не все так просто, лишнего нельзя ничего сделать. Ну и соответственно валят все как красиво по закону, потому что все местные, все понимают, что это, видите, ребята, остается молодняк, это будущее семя вот этой делянки. Здесь будет зарождаться жизнь дальше. Ну как-то так. Живем в тайге, ребят. Ну, вот, хотел вам показать один день лесника, что как происходит. Ну и готовы себе дров, благо Илюхе. Спасибо огромное. Туда-сюда. Ему еще предстоит это все закидать без меня уже. И привезти ко мне на участок. Вот так, ребят. Вот такие дела. Соответственно, уборка инструмента. И чистенько все готово. Ну вот это, конечно, аппарат. Это зверь просто. Вообще делает все вещи. Соответственно, 180. Илюшина тоже хорошая, 250. Но этот вообще дурак. Можно, в принципе, посмотреть по объему, как выглядит. 180 это просто игрушка. Так, ну закинули в балок сырые дрова, чтобы потихоньку топилось. Ну и у Илюхи завтра сухая роба была. Вот наши дрова сегодняшние. Илюха поработал. А мы собираемся, уезжаем. Такой денек, ребят, в тайге. Заготовка дров. Кому-то интересно посмотреть это. Вот так в дальнейшем лес вывозится просто на машинах по зимним. До дома, все, дровишки заготовили. Вот такой контент, ребят. Немного показал то, что как заготавливаем дрова для своего быта, а остальное время проводим с детьми. Вот заводим мотособаку, сейчас покатаем на ватрушках, отдохнем. Так что, ребят, мир вам и вашим близким, чтобы было дома всегда тепло и уютно. На связи. Он Илюха гоняет. Нифига себе. Вот это да. Жесть. Это он пролетел. Ксюха, давай тоже. Только Киру не снеси. Кира, отойди. Кира, подвинься чуть-чуть. Покажи. Ты моя принцесска.
Сейчас сначала сделаем пол, чтоб не протопило у нас. Прям на огонек возьми и держи. Все, сейчас будет у нас мясо. Упадет сейчас? Папа Андрей засадил ты. Смотри, как я всем ровно насадил. А я что-то тебе у нас толсто слишком Смотри, получилось. как красиво засадила я себе. Макс. На, держи. Жарь. Опа. Куда На, держи. Любишь? Хлебом погрею. Как на костре? Вкусно? Да? С костром. Ама.